Не могу не назвать вас, может быть, и особенно вот отметить, наверное, свое восхищение, то, что эти работы на самом деле, они, вот, я успел слегка ознакомиться, конечно, углубиться за короткий период было сложно, но тем не менее, вот, например, Владимир Николаевич Клементьев, вы, Владимир Николаевич, достаточно фундаментально исследовали вот, историю национальности чувашского народа, и это то, что в виде двух книг представлено, это, конечно же, очень здорово, и самое главное, дает возможность изучать это и узнавать и многим нашим соотечественникам, и всем тем, кто интересуется историей чувашского народа, не только здесь у нас, но и за пределами Чувашской республики, а современный цифровой инструмент нам позволит это, конечно, представить в любом уголке нашего мира. Ну, конечно, Константин Александрович Долгашов, это живопись, масляная живопись, посвященная нашему родному краю, тоже очень здорово иллюстрирует красоту нашего края, ну и, конечно же, ту любовь, которую каждый из нас испытывает от нахождения здесь, ну и, конечно же, при каждом произношении сочетания Чувашской республики, Чувашии. И это, конечно же, здорово, когда все визуализировано и будет попадаться глазам многих людей, которые живут и посещают Чувашскую республику. Ну и, конечно же, коллектив авторов, это Леонид Петрович Снецов, Юрий Михайлович Зайцев, Алексей Владимирович Михайлов, Михаил Николаевич Сорокин, Михаил Ильич Зайцев, которые разработали такой очень специфичный для обывателей, для нас подход в контакте с магнитной памятью, с управлением от электризованной магнитной системы на основе высокодисциплинированных постоянных магнитов. Ну, научная составляющая, она изложена в наших трудах. Здесь, значит, мы что, разрабатывали методологию проектирования реализованных электромагнитов в качестве переводных для контакторов и для других электромеханических аппаратов. Разработали несколько методик расчета. Расчет необходим для того, чтобы при проведении проектных работ всегда проводится расчет. Методики должны быть. И с этими методиками мы знакомим не только инженерно-технические кадры завода и других предприятий, но и своих студентов, отвечаем.